современные религиозные организации, зачастую их сложно назвать, собственно, религиозными организациями или, собственно, религией. Если брать классическую религию, то там мы с вами знаем, это вера в какую-то сверхъестественную силу, но прежде всего в Бога. Да? Современные религии, вот эту идею Бога, они подменяют идеи поклонения конкретному человеку. То есть это уже не отвечает природе религии. Эти религиозные организации мало занимаются чем они должны заниматься, да, проблемой духовности, да, проблемам развития морали, нравственного развития человека, да. И наблюдается и коммерциализация религиозных организаций, и политизация религиозных организаций, да. Но просто в исламистских группировках преобладает политизация, да, потому что они конечную цель ставят построение всемирного халифата, уммы, да, вот эти религиозные постпротестантские, неопротестантские религиозные организации, они в большей степени как бы занимаются, можно сказать, зарабатыванием денег, да, и поэтому их природа меняется. Во время вербовки, конечно, они используют свою доктрину, свою идеологию, но технология в общем в своей основе, конечно, одинаковая. В основном носят они тоталитарный характер, деструктивный характер, да. Что значит тоталитарный? Это закрытое сообщество, где не разрешается общение, допустим, с другими, иногда даже с родственниками, если они не вовлечены в эту религиозную организацию. Из-за этого семьи как бы разрушаются, распадаются, да? Какие-то с друзьями. Не разрешается смотреть телевидение, передачи, чтение газет, там, да? То есть это вот тотальный диктат. Полностью его сознание, его образ жизни, даже образ мысли полностью под наблюдением этого религиозного сообщества. И, конечно, это влияние на умы.